Так, плохое соединение. Почему-то с интернетом проблемы. Ассаламу алейкум. Пока еще не появилось никого в эфире, но начну рассказывать. Разговор пойдет о намерении пойти в этом году в качестве составить экспедицию и совершить поход на перевал Дятлова. Перевал Дятлова — это такой... Валикум ассалам. Я здесь не буду пока отвлекаться на сообщения, я потом все заново просмотрю и все попробую ответить. Пока я буду говорить то, что говорю. Итак, экспедиция на перевал Дятлова. Сразу скажу, что планируется. Планируется или во второй половине июля, или в первой половине августа вот этого 2018 года совершить поход, такую экспедицию именно не просто в качестве там с туристическими целями, а действительно в виде экспедиции совершить поход на перевал Дятлова. Получилось так, что года 2,5 назад я впервые про этот перевал где-то увидел в интернете, потом заинтересовался, начал читать, очень много читал, смотрел огромное количество видео, документальных фильмов, даже художественных. Вот американцы об этом целый художественный фильм сняли, оказывается. Вот. И много очень таких интересных вещей прочитал, много думал об этом. И получилось так, что в прошлом году, в 2016 году, 2 года назад, мне звонит один человек, я его всего лишь пару раз видел, зовут его Айса, фамилия его Килаев. Он позвонил, сказал, что есть одна интересная тема, что вот он на этой теме очень болеет, и ему сказали, что есть такой человек, который, я даже не знаю, как это правильнее будет сказать, есть человек, которого могло бы это заинтересовать, скажем так. Он говорит, хотел бы встретиться, поговорить. Ну, соответственно, пригласил его к себе на работу, он приехал и сразу сходу мне выдает, есть такой, говорит, перевал Дятлова. Я говорю, есть такой перевал. И что? И он мне начинает про него рассказывать, но я ему объясняю, что в принципе рассказывать, наверное, не нужно, потому что я уже много про это слышал, много прочитал. И как бы получилось так, что Айса начал меня уговаривать совершить туда экспедицию. Я, честно говоря, об этом, чтобы пойти туда, как-то не думал. Все-таки север, Сибирь. Меня, честно говоря, больше интересуют экспедиции по своей Чеченской республике, чем куда-то уезжать. Но, как таковой, перевал Дятлова, он был по большому счету интересен. И получилось так, что, валикум ассалам, я сразу говорю, я не буду отвечать сейчас на сообщения, не буду их читать. Я потом в конце на все сообщения отвечу, все прочитаю. Пока я не могу читать, пока я не могу отвечать на сообщения. Вот. И Айса меня начал уговаривать совершить туда экспедицию, как бы найти спонсоров, найти какие-то возможности. Я в какой-то момент начал как бы искать спонсоров, начал пытаться кого-то заинтересовать, но у меня на тот момент из этого особо ничего не получилось. Да я, честно говоря, может быть, не особо и старался. Почему? Потому что с 59-го года, когда на этом перевале был такой, не несчастный случай, а произошла трагедия, которую знают во всем мире, я во всем, что я читал в последние годы, в последние там даже десятилетия, я не видел какой-либо там опасности. И в конце концов я Айсе сказал, Айса, в
в 59 году там люди погибли, да, а в последние там годы, даже 10, 20, 30 лет, вроде бы не пишут, что там есть какая-то опасность, что там что-то такое сейчас происходит. Поэтому мне как-то не очень это интересно, и мы как бы эту тему оставили. Но я эту тему оставил, Айса ее не оставил, он меня методично раз за разом снова и снова как бы пытается заинтересовать. Его в свое время этим заинтересовал человек по имени Зелимхан, это взрослый человек, фамилию, к сожалению, он просил не называть. Получилось так, что в чем состоит его идея? Сначала расскажу про сам перевал Дятлова. Тем, кто не знает, попробую рассказать достаточно коротко. Дятлов, Игорь Дятлов, это молодой там русский парень, который учился в Уральском, если не ошибаюсь, педагогическом университете. Это было в 1959 году. Этот Дятлов со своими товарищами, они были туристами, которые ходили в достаточно сложные походы по таежным местам и зарабатывали себе разряды по туризму, там, звания, там, кандидат мастера спорта, мастер спорта по туризму, там, турист СССР можно было. Я, Муса Дунаев, мой товарищ, и еще несколько моих товарищей в свое время тоже в 1987 году заработали звание турист СССР. Так что это действительно очень интересные вещи. В общем, получилось так, что этот Игорь Дятлов, пятикурсник вот этого Уральского университета, он заинтересовался возможностью пройти очень трудный маршрут зимой. Если не ошибаюсь, много разных источников, информация часто бывает разная, но если не ошибаюсь, они должны были пройти там, за период больше 2 недель, они должны были пройти чуть ли не 300 километров, и это зимой, в конце января 1959 года. Там была температура в районе минус 30, там плюс-минус сколько-то градусов. Это был очень трудный поход, очень трудный переход. Ну, у них были какие-то свои цели, свои амбиции, о которых мы знаем. Может быть, были у группы какие-то цели, о которых, в принципе, мы не знаем. И получилось так, что группа Игоря Дятлова, они все были студенты одного учебного заведения, кроме одного человека, который уже был взрослым человеком, был ветераном Великой Отечественной войны с боевыми орденами, и он работал гидом, человеком, который водит туристические вот эти самые экскурсии. И в итоге их собралось 10 человек, которые решили пройти вот этот самый путь. Получилось так, что пока они шли по дороге, одному из них стало плохо, и он вернулся обратно. Осталось их 9 человек. В итоге 9 человек, пройдя очень большое расстояние, подошли к одному перевалу, который после уже начал называться перевал Дятлова. В то время у него там, это был или безымянный, может быть, перевал, или, может быть, какие-то еще названия были. Там названия в основном были на языке манси. Я сейчас боюсь как бы сказать неправильно, не помню, как на языке манси называется гора, по которой они проходили. Я помню, что они шли на гору Отортен, которая была там чуть больше 1000 метров, там 1300, 1500, не помню сейчас. И они шли на эту гору, а в данном случае проходили по горе, которая в переводе с языка манси называется то ли гора мертвецов, то ли мертвая гора. Есть еще другие какие-то как бы
мнение, что в дословном переводе, что эта гора называется гора 9 мертвецов. И что вот у этой горы связано именно с цифрой 9, и со смертью связаны очень интересные вещи. И получилось так, что именно в количестве 9 человек вот эти вот самые дятловцы вышли именно на эту гору. По какой-то причине, не совсем понятной, они не стали ночевать у подножия горы, где можно было разжечь костер, где были дрова, где там были более-менее возможные условия, но почему-то полезли, как бы вечером полезли на склон горы. И прямо на склоне горы, прямо на склоне, где не было, в принципе, никаких, ни деревьев не было, ни возможности костер разжечь, и место это продувалось очень сильно. Они на склоне горы поставили палатку. Причем одна палатка была вроде бы на всех. Я говорю вроде бы, потому что это данные, которые с тех пор дошли через средства массовой информации, через какие-то документы. Говорится об одной палатке, которая была сшита из 2 разных палаток, и в этой одной палатке спали все 9 человек. Получилось так, что эти люди пропали. Они должны были пройти определенный свой маршрут, должны были прийти, вернуться к цивилизации, но они не вернулись, они пропали. Через некоторое время, где-то через 2 недели примерно, пропали они, предположительно, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Получилось так, что после того, как они уже где-то к середине февраля не вернулись к цивилизации, их домашние родственники начали бить тревогу, начали обращаться в разные органы власти. Опять же, их не находили, но начались какие-то поисковые операции. Дошло до того, что сестра то ли Игоря Дятлова, то ли одного из членов группы, скажем так, недовольная тем, как идут поисковые работы, написала письмо Хрущеву, вернее, телеграмму отправила Хрущеву, и оттуда была команда, к этому были подключены военные. В итоге, в самом конце февраля 1959 года нашли часть группы. Нашли эту палатку, нашли часть группы, несколько человек, и то, что увидели члены поисковой команды, то, что увидели исследователи, оно было очень удивительно. Палатка была разрезана сбоку, и люди оттуда выскочили, разрезав палатку. Как потом установило следствие, палатка, самая интересная, была разрезана не снаружи, а изнутри. Разрезав изнутри палатку, по какой-то причине туристы выскочили в дикий мороз ночью именно, когда было за 30 градусов мороза как минимум. Они выскочили из палатки, причем кто-то был вообще раздет, почти до нижнего белья, кто-то был в одной туфле, кто-то был в этих носках, кто-то был вообще без носок, кто-то был в одном валенке. В общем, выскочили они из этой палатки совершенно непонятным образом, как нелогично, абсолютно нелогично. Выскочив из этой палатки, они отбежали на какое-то расстояние, потом, получается, судя по следам, чуть ли не построились сначала в шеренгу, а потом взяли и пошли куда-то вниз. То есть без обуви, по снегу, в 30-градусный мороз, без одежды. Они выскочили из палатки, включилось вроде, то на что-то интернет, искали остальных, в результате с интернетом очень плохо что-то у нас. Так, когда получилось так, что у девушки был вырван язык,
Так, что-то совсем плохо с интернетом.